Как мы вас до 54-го года дрючили, классно, да? А теперь в Дебальцево закончили. В Дебальцево закончили. Так, ну что, жалобы есть, терпила? Терпила, жалобы есть? Жалобы есть, терпила? Ты знаешь, не терпила, то леброта напишешь. Чмо ты. Попрошайки европейские, блин. Есть? Вопросы есть, попрошайка? Де ти, сволота, служив? Скажи мені. Кацап, де ти служив? Расстрельная команда. Кацап, де ти служив? Расстрельная команда. Расстрельная? В Дебальцево, Ты да. свою матерь... В Дебальцево, таких, как ты, мы по закону советского времени, знаешь как? По закону. Вот так. А ну, покажи, что тут. И все, и конец тебе, понял? Ну, показывай давай. Ладно. А где ты конкретно город какой? Город Тарас. Где это хуй? Блядь, Донецкая область. Донецк? Ну да, можно сказать и так. Давайте я вам, ребят, еще прочту одно стихотворение. Давай. И пойду. Надо поганой Вот так. метлой их всех оттуда гнать, особенно с востока, с юго-востока. Это же все было, блин, Российская империя. Да, Малороссия. Они кричат там, блядь. Кричат, блядь, тут у нас сейчас в Киеве, блядь, то что в данный момент, блядь, Зеленский, о, мы Крым вернем. Какой нахуй Крым вернете, блядь? Крым это был, вон, испокон векон, блядь, Россия. Вернут они. Там, чтобы дружили, блядь, в России, был бы Крым еще в России, ну, в Украине. Вот как Ну, только, блядь, посрались. как только какой-нибудь политик, когда куда-то баллотируется, как только он говорит, что вернет Крым, значит, его надо сразу пинком под зад, потому что он сразу врет. Да. Да. У меня канал называется «Белая блоха» в Ютубе. Угу. Ну вот, буду знать. Простите, не знал вас до этого. Да, Приятно познакомиться. Взаимно. И вот видите, потом у нас еще есть, смотрите, вы же знаете, да, старший, средний, младший ЖУЗ в Казахстане. Да. Потом в каждом ЖУЗе еще есть по нескольку родов. Угу. И вот представляете, если старший, младший, средний, вот когда отходит в сторону, да, допустим, Россия, Китай, они начинают между собой ссориться. Угу. Мало этого, они еще внутри ЖУЗа начинают, я там чистый отдается, а я там чистый, это шапрашты, они еще между собой начинают. И если вот это внешний вот этот весь фактор убрать, там русских, еще кого-то, все. У нас, смотрите, чеченцев они гоняли, уйгур гоняли, дунган гоняли, армян гоняли, только русских пока еще не... Это не то, что внешний фактор убрать. Начнет доказывать, что одни казахи лучше других, вот там этот жуз плохой, вот этот жуз настоящие там казахи, вот, а вот те вот там прям где-то сбоку припеку. Так любой народ можно расколоть и раскачать. Я не раз приводил пример, я проживаю вот в республике Мариэл, но народ Мари, он достаточно немногочисленный, в районе 500 000, даже меньше, наверное. И, тем не менее, даже они делятся на горных и луговых. Есть небольшие отличия в языке, и вот, в принципе, при желании можно там натравить одних на других, объяснить, что вот вы там настоящие марийцы, а вот вы там помощь с татарами, там, или еще как-то вот придумать что-нибудь, такую ерунду какую-нибудь, и поссорить, и вызвать межнациональную рознь, вот даже вот на таком уровне. Вполне возможно. Магазинов разных мест, где вывески на русском языке. Угу. Я сразу ребятам, кто хорошо казахский знает, я говорю, ну скажите, что мне тут написано? Они прочитали, ну вот, возмущается, почему здесь на русском языке висят таблички, мы Казахстан, тут все должно быть на казахском. Я прихожу к нему, беру, иду к этому главному редактору, прихожу, я говорю, слушай, что это такое? Что ты такое пишешь? Он мне говорит, ну а что, Казахстан говорит? Я говорю, ничего не имею против русского языка, но, говорит, это же Казахстан. Я говорю, а где таблички с английским языком? Полгорода в табличках на английском языке. Почему ты их не фотографируешь? Так что рассказывать мне, что ты за казахский, но не против русского, не надо.
Если бы ты был за казахский, тогда ты бы и на английском бы поставил, бы это именно шел против русского. Теперь у нас, опять же, все время пишут письма, убрать, значит, из Конституции, как он уже у нас как язык общенационального общения, тоже хотят убрать. Якобы русский язык мешает развиваться казахскому, понимаете? Вот все нашему, как Иванушке, да всюду камушки. Вот. Не хотят просто развивать язык, хотят, ну вот есть такие кадры, которые хотят развивать за счет запрета другого языка. Ну, в общем, нехорошие тенденции есть. Вот особенно последние курдайские события, да, это как раз я вот тут недалеко живу. У меня мама около Дунгановки живет, сейчас вот там дома по дешевке просто продаются, в Дунгане уезжают, не хотят жить, боятся. Уйгуры тоже, потому что вот эта вот радикализация общества сильно произошла. Ну и, как вы знаете, всегда вот такие национализм вот этого большинства, такого, скажем, да, он всегда какой-то этот сепаратизм меньшинства начинает выявлять. Ну, как в северных областях там люди начинают Казахстана, там сепаратистские такие иногда бывают настроения, да, у людей, вот, отсоединяться. Расстрельная команда. В Дебальцево, да. В Дебальцево, таких, как ты, мы по закону советского времени, знаешь, как по закону. Вот так. А ну, покажи, что тут.